В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные события уходящего дня. 58 домов подтоплены в Аймяконском районе Якутии. Озвучим актуальную информацию. В Москве состоялось заседание комиссии Госсовета России по направлению энергетика под председательством главы Якутии. Об основных темах заседания. Специалисты транспортной, строительной и коммунальной отраслей провели субботник на Вилюйском тракте. В Якутске проходит молодежный кадровый фестиваль работы в Якутии. Можно подать документы на обучение и там же найти работу. 23 нерюнгринских спортсмена приняли участие в играх Манчары и привезли 20 медалей. Об итогах, впечатлениях. «58 домов подтоплены в Аймяконском районе Якутии. Дети находятся в пунктах временного размещения в здании детского сада. Эвакуировать детей будут на вертолете МЧС Ми-8. Работает оперштаб в здании школы. В данное время спасатели МЧС продолжают работу по эвакуации людей с подтопленных домов, скота, переноске вещей. В настоящее время эвакуировано 84 человека. По информации службы спасения Якутии, на 18 часов в Аймяконском районе потоплены 3 поселка. В зоне затопления оказались 58 домов, это 33 в Аймяконе, 15 в Берек-Юрде и 10 в Хара-Тумул. В Аймяконе затоплена значительная часть поселка. Исключением является территория в районе школы, расположенная на возвышенности. В поселке Хара-Тумул и Береке-Юрде потоплены практически все жилые дома. На месте работают 14 спасателей, в Усть-Неру прибыли 10 спасателей службы спасения Якутии. Сахаэнерго держит под усиленным контролем энергообъекты Аймяконского и Момского улусов в условиях паводка. В районах введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты Сахаэнерго отслеживают ситуацию на объектах электросетевого комплекса и оперативно принимают меры для предотвращения повреждений. В случае угрозы затопления предусмотрен демонтаж и перенос части оборудования на безопасные возвышенные участки. В районе организовано круглосуточное дежурство персонала. Энергетики обращают внимание населения на то, что в период паводка строго запрещено приближаться к линиям электропередачи. В Москве состоялось заседание комиссии Госсовета России по направлению энергетика под председательством главы Якутии Айсена Николаева. Подробнее расскажут мои коллеги. Считанные секунды до начала заседания. Добрый день, уважаемые коллеги. На повестке тема эффективного использования золошлаковых отходов, минеральных несгорающих остатков угля. Они образуются в топках угольных электростанций. У нас накопленный объем золошлаков в стране оценивается в 1,5 миллиарда тонн и занимает площадь свыше 28 тысяч гектар. Ежегодно образуется порядка 18 миллионов тонн золошлаковых отходов. Вовлекается в хозяйственный оборот из них всего лишь около 27%. Большая часть золошлаков относится к 5-му классу опасности, то есть считается практически неопасной. Их перерабатывают в полезное сырье. Сегодня в 18 регионах страны золошлаки применяют при строительстве дорог, зданий, производстве бетона и рекультивации земель, в том числе в Якутии. В ходе строительства магистрального газопровода «Силы Сибири» были использованы золошлаки Нерюнгринской ГРЭС при устройстве подстилающей подушки под трубопроводы. Легкая фракция золы уноса Нерюнгринской ГРЭС реализуется также для производства изделий из бетона. В перспективе рассматривается возможность установки на Нерюнгринской ГРЭС модульного комплекса переработки золошлаковых материалов. Важно такой опыт масштабировать на всю страну. Хотел поблагодарить, Александр Сергеевич, вас лично, что в Якутии эта программа утверждена. И спасибо, что вы эту тему тоже приоритизировали в ходе комиссии Госсовета. На заседании также рассмотрели результаты работы федеральных органов исполнительной власти и опыт компаний по утилизации и вовлечении золошлаков в промышленный оборот. За последние 2 года проведена большая работа и по стандартам переработки. Нормативная техническая база по использованию золошлаков будет расширяться. В этом году уже запланировано утверждение 12 дополнительных стандартов. И это уже стандарты на как раз вот качественные характеристики золошлаков, методы испытаний, показатели дисперсности, плотности, летучести, химический минералогический состав, с тем, чтобы можно было понимать, для каких целей золошлаки каких классов можно использовать.
Президент России определил формирование экономики замкнутого цикла как одну из национальных задач. К 2030 году в хозяйственный оборот должно вовлекаться не менее 25% всех отходов производства и потребления. Задача амбициозная, комплексная. Необходимо сделать все, чтобы она была выполнена. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На федеральном оперативном штабе по подготовке к отопительному сезону был отмечен ряд муниципалитетов республики, которые на данный момент отстают от графика мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Даны поручения всем главам районов, по которым имеются проблемные вопросы, решить их до конца текущей недели. Сейчас идет работа по подготовке планов, да, и после этого уже Ростехнадзор будет рассматривать их планы, да, будут выносить в части своих замечаний, и после этого уже будет окончательное согласование. Также у нас в августе и сентябре запланированы тренировки по подготовке к ЗУП, да. Все они у нас уже утверждены. Вот сейчас основная работа – это по формированию планов по муниципальному образованию. Специалисты транспортной, строительной и коммунальной отраслей провели субботник на 9-м километре Вилюйского тракта. Мероприятие прошло в рамках акции «Чистый лес». Всего участие в ней приняли порядка 150 человек. Акция была запущена 6 июня заместителем председателя правительства Ольгой Балапкиной. Она, в свою очередь, передала эстафету проведения субботника Дмитрию Садовнику. И, как отметил вице-премьер, этот вызов будет брошен его коллеге Джулустану Борисову, а также администрации Мегина Кангалакского района. Я думаю, что в этой доброй акции будут участников все больше. И такими акциями и в целом мы воспитываем в том числе и себя, и население, молодежь к любви к родной природе, ну и, безусловно, бережному отношению к ней. Якутия продолжает работу по обеспечению бойцов специальной военной операции дополнительным оборудованием и снаряжением. Через опорные пункты, расположенные на новых территориях, гуманитарный груз и адресные посылки доставляют в расположение воинских частей, в которых служат бойцы из Якутии. Сегодня направляется гуманитарный груз. Это 2 автомобиля, запасные части, посылки бойцам, гуманитарная помощь и якутская канавязь СРГ для установки и освещения на освобожденной территории. Отмечу, что с начала 2025 года транспортными компаниями по перевозке гуманитарных грузов по маршруту Якутск-Новоазовск выполнено 31 рейс. Перевезено 97 единиц транспортных средств. В рамках молодежного фестиваля работы в Якутии состоялась открытая встреча с Ольгой Балапкиной в формате «Диалог на равных». Участники мероприятия получили возможность лично задать вопросы и обсудить ключевые аспекты развития региона, роль молодежи в экономике и перспективы трудоустройства в республике. Балапкина подчеркнула, что молодые специалисты играют важнейшую роль в будущем Якутии. Фестиваль работы в Якутии традиционно станет площадкой для прямого диалога между работодателями, властями и активной молодежью. Вот только что завершилась моя площадка прямого диалога с молодыми людьми, и очень многих волнует вопрос вот такого стремительного карьерного роста, стремительного продвижения по социальным лифтам. И поэтому сегодня именно подобного рода фестивали, они выявляют людей, молодых людей, и они могут пробовать свои компетенции и уже понимать, как быстро он может по нему пройти, и, соответственно, стоит ли вообще торопиться. Также Ольга Балапкина пообщалась и со школьниками. В Центре отдыха «Энергетик» прошла встреча московских школьников с представителями Якутии и Центром ВОИН. Заместитель председателя правительства республики обсудила с ребятами важные темы – малую родину, патриотизм, туризм и экологию. Подробности далее. На встрече обсуждались ключевые аспекты патриотического воспитания. Участники задавали много вопросов о том, что же такое патриотизм и как его воспитывать у подрастающего поколения. Ольга Балапкина отметила, что все присутствующие действительно любят свою родину. И это является основой патриотического воспитания.
А здесь на смене у нас ребята, которые занимаются именно военной подготовкой, начальной военной подготовкой. И очень часто задают вопрос, а что же такое патриотическое воспитание? Вот коллаборация вот таких разных направлений – это и есть патриотическое воспитание. Участники военно-патриотического центра «Воин» также разделяют это мнение, подчеркивая, что встреча была для них весьма полезной. Это не первое мероприятие, которое помогает им ощутить связь с Родиной. В рамках межрегиональной смены «Время юных героев» они активно участвуют в диалоге, который способствует укреплению патриотического духа. Мне довольно интересно в этой смене. Проходят довольно интересные обучения армейские по типу самопомощи, первой помощи другим людям, обращение с оружием и тактическая всякая подготовка. Вот. И как выживать, например, в поле битвы, там, во всяких экстремальных условиях. В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых были не только участники Центра «Воин», но и московские школьники, которые поделились своим опытом. Они рассказали о своей 5-дневной экспедиции по Северному морскому пути, которая прошла по маршруту Якутск, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский на специально подготовленной яхте. Протяженность этого парусного перехода составила более 7000 километров. Экспедиция, честно сказать, прошла на ура. Таких видов, как на реке Синей и на реке Лени, я не видел вообще нигде и не увижу, наверное, никогда. Потому что это, в принципе, просто незабываемый опыт, когда ты идешь, и у тебя 7 дней нет сети. Для нас это, когда, допустим, со стороны москвичей буду говорить, это очень необычно. Виды здесь, это прям не передать словами. То есть никакая фотокамера это не зафиксирует, никакой видеоролик это не передаст. Просто наслаждались моментом. Эти мероприятия не только развивают необходимые навыки, но и формируют у молодежи чувство ответственности за свою страну, что особенно важно в наше время. Такие встречи способствуют обмену опытом и укреплению дружбы между молодыми людьми из разных регионов, создавая уникальную атмосферу единства и патриотизма. Дарья Краленкова, Станислав Потапов, Якутск. В креативном кластере «Квартал труда» проходит молодежный кадровый фестиваль «Работай в Якутии». Для увлекательного знакомства с рынком труда организаторы представили 6 треков. Здесь можно получить консультации, подать документы в университет или колледж и, конечно, найти работу. Подробности у Эржены Гармаевой. Ведущие компании Якутии в разных отраслях от сельского хозяйства до промышленности подготовили для посетителей мастер-классы и игры. Например, Полиметалл показывает и рассказывает о том, как добываются драгоценные металлы. Организаторы назвали свой квест символично «Золотой запас». Благодаря такой игре проявляется наибольшее количество ребят, которые захотят в дальнейшем заниматься, например, той же геологией, или побольше узнают о профессии маркшейдер, возможно, станут больше ее изучать, пойдут на нее учиться, и мы будем у себя их ждать. И в целом инновации в производстве для нас являются ключевым, и думаем, что эта молодежь как раз в будущем станет также нашим золотым запасом. На фестивале для молодежи не обошлось без тех самых инноваций и современных технологий. Благодаря искусственному интеллекту каждый может представить себя сотрудником Полиметалла. Желающие могут получить подробную консультацию и даже трудоустроиться. Мы уверены, что у молодежи должен быть выбор. Выбора не бывает без достоверной информации. Наша задача, как представителей Полиметалла, эту информацию предоставить. Мы охотно трудоустраиваем молодых специалистов, выпускников различных учебных заведений. На Нежданинском блоке работает очень много молодежи, в том числе и представители нашей республики. На производстве якутяне очень хорошо закрепляются, чему мы очень рады. В рядах сотрудников Полиметалла есть и незаурядные личности. Андрей Говоров хорошо знаком публике как участник группы Snow Voice, но шоу-бизнес не основной род его деятельности. Уже 2-й год Андрей работает инженером в Полиметалле. Работа мне очень сильно нравится. Давно мечтал устроиться в Полиметалл. Долго себя искал, я думаю, я себя нашел сейчас в этой компании. Вообще, очень хорошая возможность вообще Республика Саха-Якутия, не выезжая никуда в другие страны, работать у себя здесь дома. Сегодня Полиметалл в Якутии – это несколько уникальных предприятий. Южно-Верхоянская горнодобывающая компания осваивает легендарное Нежданинское месторождение. Прогноз «Серебро» работает в Верхояне, а Саха-Вольфрам сейчас пишет новую главу истории якутской геологии в Тампонском районе. И на любом из этих предприятий найдется место для талантливой молодежи нашей республики. Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
Также в Якутске стартовал молодежный слет центра ВУЗ «Истоки». Трехдневное событие объединит сотни студентов российских университетов и покажет, насколько перспективным может быть трудоустройство в Якутии. А вот как студенты восприняли эти возможности, расскажет Сарглана Неустроева. Участие в слете принимают около сотни активистов студенческих сообществ из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга и Красноярска. И все они родом из Якутии. Но вернутся ли эти ребята в республику после выпуска? Собственно, чтобы ответ на этот вопрос в будущем прозвучал утвердительно, сегодня на площадке слета работают ведущие руководители республики и успешные люди. Целью является увеличение возвращаемости наших студентов, чтобы они могли работать в нашей республике. Хотим им рассказать о разных проектах республики и получить от них обратную связь, как они могут участвовать в развитии нашей республики. И все это не голословно. Первые спикеры слета стали живым примером того, как можно реализовать свой потенциал в регионе, обучаясь за его пределами. Это министр инноваций республики Василий Ефимов и генеральный директор Фонда будущих поколений Владимир Егоров. Когда-то и они встали перед таким же выбором, что и участники слета. Почему вот это мероприятие очень важно? Эрхан Чехардун – один из немногих, кто уверен в том, что свяжет свое будущее с родной республикой. Уже сегодня он консолидирует своих юных земляков в Москве под эгидой землячества «Айтал». На слет Эрхан прибыл с целью знакомства со студентами из других городов России и развития общих проектов. Ожидаю, что все мы с друг другом познакомимся, сработаемся, и в будущем, может быть, именно эта встреча позволит нам работать и развивать совместно нашу любимую Якутию. Сам слет проходит в рамках молодежного фестиваля «Работай в Якутии», который также предусматривает весьма обширную программу. Ну а самое главное, что реализовать себя в профессии можно не только пройдя через горнило этого события, но и просто перейдя по QR-коду. Здесь организаторы разместили всю необходимую информацию для успешного поиска работы, о том, как составлять резюме, как готовиться к собеседованию и многое другое. Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Якутске проходит второй республиканский форум «Сохраним семью для ребенка». Наблюдается устойчивое снижение числа детей-сирот на 23% за последние 5 лет, что составляет 3453 ребенка на начало года. В рамках указа главы республики поставлена задача сократить число детей-сирот, проживающих в учреждениях, в 3 раза к 2028 году, что требует усиленного использования семьесберегающих технологий. Участники форума обсудят вопросы реабилитации зависимых родителей, сопровождения нуждающихся семей и защиты прав детей. В работе принимают из 9 регионов уполномоченные по правам ребенка. Также приехали наши коллеги, социальщики, можно сказать. Это некоммерческие организации, которые непосредственно работают в области детства. Приехали наши коллеги государственных казенных учреждений, которые также работают являются подведомственными Министерства труда и социального развития в своих регионах. В республике появились первые гиды на жестовом языке. Команда энтузиастов запустила уникальный проект «Тихая Якутия», делающий туризм доступным для слабослышащих и глухих людей. Гиды будут проводить увлекательные экскурсии по различным маршрутам, организовывать квесты, викторины и другие активности на русском жестовом языке. Кроме того, проект активно сотрудничает с местными сообществами и организациями, работающими с людьми с ограниченными возможностями, чтобы максимально учесть их потребности при разработке туристических программ. Завершился 5-й республиканский конкурс «Швей». Участницы соревновались в пошиве военизированной одежды для бойцов СВО. Победу в конкурсе одержала команда из Мыкучу Кобяйского района, доказав свой высокий профессионализм. Второе место заняли швеи из Чурапчинского района, а 3-е место досталось команде «Надежный тыл» Кобяйского района. Победители и призеры были награждены швейными машинками, которые станут отличным подспорьем в их дальнейшей работе. По словам организатора, за конкурс было изготовлено около 1000 единиц одежды для бойцов. Кокуинский наследник у нас уже буквально 2-й год у нас является филиалом
С тех пор почти 2 года уже с нами работает вместе. У них руки набиты, естественно, так что для них это, я думаю, что не так уж и сложно было по сравнению с теми, которые с нами не работали до этого. Но, тем не менее, я с каждым районом стараюсь работать, и каждый район знает именно, как шьется наша одежда. В Якутске продолжается проведение праздников двора. Детский и подростковый центр на регулярной основе проводит интересные торжества для детей в разных уголках Якутска. Подробнее смотрите в сюжете Степана Черненко. Громкая музыка, зрелищные флешмобы и множество игр. И это все находится во дворе. Незабываемые впечатления, яркие воспоминания. Именно сегодня это получают дети на празднике двора. Ребята, вообще можете рассказать, как вам праздники двора? Крутой! Очень весело! Данный праздник очень понравился тем, что когда ты активничаешь, получаешь, чупа-чупс там или что-то другое. Тут очень весело. Только такую атмосферу, только Мы не ожидали такое. Мы не ожидали такое. А потому что здесь так тихо, а стало так весело. Праздник двора призван укрепить добрососедские связи, объединить жителей и вдохновить их на совместную заботу о собственном дворе. Цель простая и благородна, чтобы взрослые и дети почувствовали себя частью большого сообщества, вместе следили за чистотой и порядком, поддерживали детские площадки в идеальном состоянии и с любовью относились к своему общему дому. Вообще впечатление, удивление и радости. Я недавно приехала из Беларуси, и там такие мероприятия проводятся. И это достаточно приятно и радостно и весело, что у детей такой хороший досуг, качественный. Такое происходит сплочение и веселье. И когда я уезжала отсюда, этого здесь не было, а теперь есть. И для меня это большая отрада, что на родине проводятся такие мероприятия для детей. В этом году было проведено 15 праздников двора по Якутску. Детский подростковый центр организовал каждый из них, подарив интерактивную программу районам нашего города. На сегодняшний день, за 1,5 месяца лета, охват социально значимых проектов детского подросткового центра составляет около 7 тысяч детей. Мы такие игры уже провели в Сайсарском округе, в Строительном округе, в Автодорожном и Центральном округе. За эти 2 месяца охватили такие округа, и мы хотим, чтобы в наших дворах, чтобы соседи друг друга знали, чтобы дети беззаботно играли друг с другом. Как отмечают сами организаторы, они очень надеются, что этот праздник стал маленьким шагом к созданию более дружного и сплоченного сообщества в каждом дворе. Степан Черненко, Аэлита Махно, Якутск. 23 нерюнгринских спортсмена приняли участие в играх Манчары. Они подтвердили высокий уровень подготовки, привезя 20 медалей. Спортсмены поделились итогами и своими впечатлениями от участия в спартакиаде. Захватывающие моменты, демонстрация силы, ловкости и воли к победе. Все это было на играх Манчары 2025. Сегодня спортсмены могут выдохнуть после долгих месяцев подготовки и насладиться заслуженными наградами. На этой спартакиаде у меня получилось воплотить свою мечту, выиграть. На дистанции 5000 метров я занял 1 место. Верил, надеялся. Но работа была очень трудная, тяжелая, по 2 тренировки в день. Я справился, и у меня все получилось. Сборная команда Нерюнгринского района показала прекрасные результаты как в командном, так и в личном зачете. При поддержке отдела спорта Нерюнгринской районной администрации, а также при главной поддержке главы нашего муниципального образования Романа Михайловича Щегельника, наша спортивная сборная команда в составе 23 спортсмена приняла участие в 21-й спартакиаде по национальным видам спорта игры Манчары. По итогам данного спортивного мероприятия нашей команды было заработано 20 медалей, которые мы привезли. Из них 9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Нерюнгринцы одержали победу в командном зачете соревнований по северному многоборью. Среди женщин лидером стала Илона Пурудникова. Спортсменка – молодая мама, которая не так давно вернулась к тренировочному процессу со своим тренером Валентином Алексеевым, с которым, к слову, 8 лет назад девушка также взяла 4 золотых медали на играх Манчары, как и в этот раз. У нас в Северном многоборье 5 видов. Я заняла 1 место в 3 из 5. Это тройной прыжок, это моя коронка. Я его выигрываю уже 9 лет подряд в чемпионате республики и также входила в призы на чемпионатах России. В беге по пересеченной местности с палкой 1 место и на прыжках через нарты. Также я там установила новый рекорд республики по прыжкам через нарты, прыгнув 453 нарты. Атмосфера, как и всегда, очень классная. И мне кажется,
я хотела вернуться в первую очередь в эту атмосферу, скорее всего. Нерюнгринские гиревики принесли району 4 победы. Черникова Дарья стала абсолютной чемпионкой и установила рекорд республики с результатом 132 очка. Делала свою подготовку, была хорошая подготовка, были тренировочные сборы. Могу поблагодарить еще мою поддержку, группу поддержки. Это была тренер Морозова Мария, родители, отец Сергей Александрович. Он сейчас поехал на соревнования тоже. Своим на работе, но по гиревому спорту. Высокое мастерство, ловкость и скорость в различных видах спорта на играх Манчары продемонстрировали и другие спортсмены из Нерюнгринского района, в очередной раз доказав высокий уровень подготовки. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Всего хорошего и до встречи в эфире.